процесс натягивания сетки. Оставляем кончик веревки 25 сантиметров. Вот кончик веревки, его привязываем, Цепляем кверху. цепляем, вот, завязали в узел. И Дальше через каждую клеточку протягиваем длинную веревку. Не пропускаем. Ага. Продеваем через каждую ячеечку. Сначала вверх, потом то же самое бок и низ. И на установке лучше вот таким саморезом или гвоздиками сделать, чтобы можно было повесить сетку. Вот. Ну, через каждую ячеечку у нас идет шнур. Шнур лучше брать сердечником 3 миллиметра. 4 миллиметра можно использовать, но узел будет большой. Так, вот так. До конца почти доходим, да? Да, до самого И конца. там покажем тоже, да? Пока здесь не фиксируем этот край, потому что при натяжке сетей потом могут быть огрехи и перекос какой-нибудь. Что какой-то сеть длинный, что ли? Так, и натягиваем, насколько возможно. Так. И угол тут опять же фиксируем узлом. Теперь боковушку привязываем к этому же узлу. Привязываем сбоку. Также оставляем хвостик. Так, хвостик у 25 нас сантиметров. 25-30 сантиметров, потому что вдруг эту сеть будут привязывать к дереву. Поэтому берем среднюю, что диаметр дерева. Соединяем оба. И также И через также каждую все клеточку в бок. продеваем. Ага. И так делаем все 4 стороны. Оплетка. Оплеточная нитка у нас где-то шириной 1,5-2 сантиметра. И концы обязательно усиками прорезаем, чтобы можно было сделать двойной узел. Так, значение оплетки, значит, он придает прочность сетки. И если мы посмотрим вот сюда, видите, вот тут галстуком не завязано, и сетка не должна бегать. Я вот дергаю с двух сторон, вот стороны квадрата, и они намертво зафиксированы. Так и должно быть. Если не фиксировать его, то если его хорошо не фиксировать, то сетка будет просто бегать. Вот ячеечки, видите, да, вот так бегает. Это неправильно. Сетка должна свою форму держать. Фиксация вершины квадрата. Вот тут завязываем галстуком. И потом усики. Желательно, чтобы эти усики не были видны. Вот. Слева, справа его узлом завязываем, как бы мужской галстук. Так, да? И туго-туго. Вот, дошли до этого, до второй вершины. Фиксируем усики, плетаем ленту сразу, продеваем сюда, идем обратно в другую сторону, завязали галстуком, вот так. И опять же проверяем, насколько правильно мы плели. Подергайте там. Вот, вот, и другую. И совсем сетка зафиксирована намертво прямо. Подожди. Нарезка гирлянды. Ширина 7 сантиметров, длина 1 метр. Это оптимальная длина для гирлянды. Мы используем трафарет такой, самодельно и сделанный трафарет. Так, угол между нарезкой должен быть 45 градусов. Тут 7 сантиметров
ширина между разрезами 9 сантиметров. Вот 9 сантиметров. И на это оставляем сколько сантиметров? 9 было. Где-то 9 сантиметров тоже оставляем. Тут не разрезаем, это просто пунктиром показано то, что тут будет граница между косыми линиями и прямыми линиями такими. Сейчас поехали. Берем трафарет и рисуем обмылком. Вот так. Глубина разреза где-то тут зрительно делим ширину, значит 7 сантиметров на 3 части, а одну часть не дорезаем. И режем. Это я из-за того, что у меня криво получилось. Режем то, что нарисовали. Я не скрепляю их прищепкой, потому что я потом ленту поднимать не буду. Я с другой стороны стола подойду. В чем суть гирлянды? Вот длина разреза должна заходить одну в другую. Тогда она по длине становится длиннее. Глубина разреза одно в другое заходит. Можно, конечно, без трафарета резать, но там иногда шире получается, иногда уже. Если делать разрезы, расстояние между разрезами меньше 9 сантиметров, то при натяжении это превращается в одну линию. Ну, то, что делает сеть не густой, а редкой. В конце режем на 4. Вот, узко. И потом будем сеткой прикреплять с помощью них и завязывать, ну, скажем, первый и третий. Вот так. Все. Растяните. Сейчас покажем по длине, сколько получается. Вот. И получилась длина где-то 1,10 м, 1,20 м, наверное. Все, спасибо. Берем гирлянду, привязываем ее к верхней нитке. Самой верхней. К самой верхней нитке, оплетку не захватываем. Привязываем узлом двойным крепко, чтобы она у нас не слетела. Вот так затягиваем. И дальше мы ее начинаем протягивать. И Протягиваем, скажете, да, протягиваем мы ее через одну клетку, но смотрим на соседнюю. да, соседняя вот у нас через верх прокинута гирлянда, значит мы рядом делаем под низ, проводим гирлянду в шахматном порядке, да. Если у нас прежняя ячейка была сверху закрыта, то это будет снизу гирлянда проходить. Вот так протягиваем гирлянду сюда. Так, немножко расправляем. Если закрутилась, то исправляем, да? То Немножко расправляем ее. То есть тут получается, где тут гирлянда рядышком, она шла сверху. Да, вот здесь Вот идет вот сверху, то тут а здесь идет снизу. То есть шахматный порядок, вот так. Потом здесь опять, видите, сверху, тут снизу. Вот, Здесь она опять идет сверху, здесь снизу, сверху, снизу. Через одну вниз, через одну вниз. И натяжение проверяем, да? Да, немножко расправляем и натягиваем ее, но так, чтобы она была не сильно натянута и не сильно свободна, чтобы не болталась, чтобы она свободна была.
А если вдруг она будет такая свободная, то это может быть может зацепиться за ветку, да? Да, хоть Ну, за за что кое-за зацепиться. что и может порваться Так, вообще. а так нельзя, надо немножко, чтобы она была свободна, Мгм. без натяжения. И вот немножко ее расправили. Вот. И дальше сейчас продолжаем. Так, это у нас вверх. И надо так сочетать вот эти цвета ткани, чтобы незаметно было. Чтобы были близкие что- по цвету да. по основному. Чтобы контраста не было. Да, чтобы не выделялись вот эти полоски, чтобы не выделялись резко. И потом, когда заканчивается, у нас что делаем? Так, и в конце, когда закончится, мы опять к сетке, к ячейке привязываем узлом край гирлянды. И дальше следующую гирлянду Тут у начинаем. нас в конце сколько хвостиков-то? 4. 4 хвоста, то есть мы привязываем к сетке. Привязываем к сетке любыми 2 хвостиками. Я привязываю средними, чтобы больше лохматость была, пышность. Так, и привязываем ее к ячейке. Так, вот там далеко, поближе возьму, чтобы не было натяжения. Опять туго завязываем Двойной узел, двойным узлом. чтобы не развязалось. Так, туго завязали, все. И берем другую гирлянду, да? Да, и берем другую гирлянду и продолжаем со следующей ячейки, привязываем сюда также гирлянду и вниз начинаем И опять же протягивать. учитываем расположение нитей и Да, гирлянды. чтобы нить у нас была вот здесь рядом, смотрим уже, здесь если сверху идет, значит здесь гирлянда пойдет снизу. Здесь у нас идет гирлянда снизу, здесь она должна идти сверху. Вот И так. идем до конца. И До конца проходим. Если у нас осталась гирлянда, значит мы между ячейками продеваем ее к следующему ряду, который нам нужен. идем И идем наверх. в обратном порядке, пока не кончится гирлянда. Все.